Вообще создается ощущение, что арестами бизнесменов, которые называются членами уже объявленной вне закона на территории Таджикистана ПИФТ, и конфискацией их имущества власти пытаются пополнить государственную казну, которая, очевидно, уже полностью пуста. Не зря буквально на днях президент запретил таджикским чиновникам ездить на базары на служебном авто. Впрочем, откуда взяться деньгам в казне, если президент освобождает государственные компании от уплаты положенных по закону налогов? Так, накануне Эмомали Рахмон личным распоряжением отсрочил на 3 года выплату долга Таджиктелекома перед бюджетом страны. Данная компания подчиняется ведомству, которое возглавляет одиозный чиновник Бех Зухуров. О родственных связях Зухурова с Рахмоном в прошлом году писало информагентство «Азадагон». Обычно государственные монополии однозначно приносят государству доход, но, судя по долгу в $2 миллиона, управленец из свата президента не самый лучший. Ранее Бех Зухуров прославился тем, что потребовал налог от Марка Цукерберга, владельца Facebook.